Жутко несправедливое судебное дело в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой посыл оно может иметь для таджикского общества. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. 10 лет колонии таджикскому правозащитнику Иззату Амону может быть сигналом для тех, кто проявляет излишнюю гражданскую активность, полагают люди в Таджикистане. Приговор правозащитнику Иззату Амону остался без изменений согласно решению Верховного суда Таджикистана. Правозащитник в октябре текущего года был приговорен к 9 годам лишения свободы за мошенничество, но его родственники настояли на пересмотре дела. По словам сына Иззата Амона, его отец получил тюремный срок за невозмещение ущерба данному истцу в размере 232 самани. Остальную сумму они выплатили. По мнению известного таджикского правозащитника Иззата Амона, Эмомали Рахмон за время своего пребывания у власти создал настоящий авторитарный режим, вследствие чего ущемление прав жителей страны превратилось в обычное явление. Как на самом деле проходил суд над известным правозащитником, неизвестно, поскольку подробности дела не были преданы огласке. Близкие правозащитника и независимые эксперты связывают его арест с острой критикой таджикских властей, к которой он периодически прибегал. В настоящее время на давление со стороны таджикских властей жалуются люди из ближайшего окружения Амона, работавшие в созданном им центре таджиков в Москве. Ранее сообщалось о задержании и возможной экстрадиции в Таджикистан Мухаммадхона Эггамова, одного из соратников Иззата Амона. Обеспокоенность возможной экстрадиции в Таджикистан выразил и известный таджикский адвокат Шухрат Кудратов, работавший в последние годы с Иззатом Амоном. Он отметил, что для решения его вопроса в Москву прибыла специальная группа сотрудников МВД Таджикистана. В представительстве МВД опровергли его предположение, но отметили, что Кудратов подозревается в сотрудничестве с запрещенным в Таджикистане оппозиционным национальным альянсом, что Кудратов категорически отрицает. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что таджикские власти наказывают тех, кто хочет защитить наших сограждан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Таджикистане есть силы, которые не хотят, чтобы отдельные люди помогали мигрантам и завоевывали в их среде авторитет. Какие-то группы во власти не желают, чтобы в мигрантской среде появились лидеры, сказал Шухрат Кудратов. В апреле текущего года после задержания Иззата Амона впервые около 200 мигрантов вышли к посольству Таджикистана в Москве на стихийный митинг протеста, вопреки законодательству России, который запрещает такие акции без предварительного уведомления властей. Хотя большинство участников было задержано, тем не менее это стало ярким прецедентом в среде мигрантов. Таджикский журналист Марат Мамадшоев отмечает, что, учитывая известность Иззата Амона, его задержание может иметь характер устрашения. Не знаю, были ли у него политические амбиции, но у него была хорошая и энергичная команда. Вероятно, любая организованность среди граждан пугает властей как в Таджикистане, так и в России, поэтому эти власти стремятся так или иначе от них избавляться, говорит собеседник. Иззат Амон был лишен российского гражданства и депортирован из России 25 марта. Таджикские власти позже объявили о его задержании в Душанбе, но он не первый активист среди мигрантов, который лишился российского паспорта и был экстрадирован на родину. После 30 лет правления Рахмона вы сами видите, да, ситуацию с правами человека в стране. Ни одного независимого издания в Таджикистане нет. Все журналисты более-менее авторитетнее находятся в Европе, в других странах, потому что их жизни угрожает. Даже к ним домой приходят до сих пор. Этим журналистам домой приходят и угрожают. Как вы относитесь к такой ситуации? Такое ощущение, что власти России и Таджикистана сговорились и не хотят, чтобы люди знали свои права и свои обязанности. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.